Кайт судлахай августис эминхуре цей школодин дараматта эцигулрин колаха полдарнис талугарна дуботин совещание хана. Адам колахта муниципальный район дин кил Нариман Абдулмуталибова, Дагестан республика дин холдный собрание депутат Хамидулла Мухаммедова, район дин депутат собрания председатель Штибек Мехмедханова в Саджирге Маса Юлдашеве Штиракна. Самая главная задача, как мы знаем, последний месяц, 2 месяца мы занимаемся сдаточным объектом школы Эминхур. Мы должны к 1 сентября, не к 1 сентября, а к 20 августа завершить все работы по сдаче объекта. Еженедельно, по средам, по пятницам проводятся совещания. Пользуясь случаем, я хочу выразить огромную благодарность нашему депутату Гамласу Магомедову. Приезжает, контролирует, оказывает содействие, подключает свои связи, разговаривает с руководством Роспотребнадзора, Роспожнадзора. Это большое подспорье для нас. Большое подспорье для нас. Сегодня тоже утром рано с представителями Роспотребнадзора, Роспожнадзора. В Ганвас мы здесь с подрядчиками провели совещание. Я думаю, результаты уже есть. Мы видим, работа проводится в последнее время интенсивно. Но есть очень много проблем, которые нужно решить. Прежде всего, как известно, проект составлен в 2009 году. В 2010 году проект получил государственную экспертизу. Но, как известно вам, в 2011 году произошли изменения федерального законодательства. Новые нормы СНИПа, новые нормы, новые требования. Вот что нам нужно делать? Мы можем ли сдать школу? Потому что мы видим, что площадь библиотеки, например, не соответствует тем параметрам, тем изменениям, которые произошли в законодательстве за последние годы, в 2011 году в частности. Есть другие моменты, есть другие требования, что мы можем делать, что мы делаем. И вообще по работе я просил бы, Низами Арсланович, вас отчитаться здесь по каждому пункту. Давайте сидим. Утром были здесь Жанна Магомедовна была. Мы вчера, как мы поручили на нашу встречу, Владимир Беденчин, Герман Анатольевичем, были у Жанны Магомедовны, сидели там, и вопросы обсуждали. Вот по вопросы по Роспотребнадзору. Ну, территория не благоустроена, но она благоустраивается, а это вопрос снимается. Сбор отходов, оборудование, площадка мусоросборника, контейнеры отсутствуют. Но они по проекту есть, они сейчас ведется строительство этой площадки. Ну, бетонировать и пару мусоросборников на площадке. Этот вопрос тоже снимается. С крышкой. С крышкой, да. Ну, въезд, вход территории хозяйственным площадкам не благоустроен. Вот сейчас они плитку ложат, вот асфальт, который асфальтчики пришли, они технику перебрасывают с Новомака сюда. Они с сегодняшнего дня это вопросы благоустройством уже занимаются. Гардеробные, вешалки для одежды, ячейки для обуви для каждого класса. Ну, для каждого класса у нас не получается. Получается гардеробная мебель. Вы в телефоне вот снимаете это? Потому что тут требования такие. Значит, для первого А класса отдельный гардероб, для первого Б класса отдельный, для второго А класса отдельный. Если так считать, у нас этого помещения не хватит, наше здание. Ну, этот вопрос надо, ну, вроде она бы согласилась, тут и требуем такие. Вот этот у нас вопрос. Этот вопрос. То есть нехватка помещений для гардероба. Что скажет проектировщик? Без расширения площадей этот вопрос нам никак по-другому не решить. Поэтому, наверное, надо найти общий язык с теми людьми, которые контролируют это, оборудовать те гардеробные, которые есть, и вешалками, и ячейками для обуви, хотя бы для начальных классов. По-другому, без расширения площадей школы, в тех габаритах здания, которые у нас есть, были в 2009-2010 году запроектированы, сегодня этот вопрос по-другому никак не решить, без строительства дополнительных помещений, что мы не можем сделать. Что вы скажете? Роспотребнадзор что говорит? Ну, она конкретно не сказала. А вы что делаете? Вы что делаете? Оборудуют гардеробную. Понятно, что есть. Подготовьте официальное обращение для имя руководителя Роспотребнадзора. Не, ну дайте предложение, это же вопрос надо решить.
Или по решаем, закону или как не решаем. должно быть. Да. Есть же закон, 11-й год, вы это лучше знаете, чем должны знать, по крайней мере. Что мы делаем? Хорошо, построим школу. Сдадим мы эту школу к 1 сентября или нет? Нам же надо получить ясный ответ, что говорит Роспотребнадзор. В проекте изменений мы сейчас внести не можем. Построить дополнительное помещение мы не можем. Тоже не можем. Или подобрать какой-то класс. Дайте решение, дайте выход из этого положения. Почему вы об этом сегодня не поговорили, представитель Роспотребнадзора? Почему? Что они говорят, Ильзам Ясович? Требования законодательства надо делать. Вот сейчас такие требования. Я очень хочу, чтобы все поняли, и наш житель нашего района, особенно вот этого населенного пункта. Я выступаю вот вторник, у руководства, я так и сказал. Я говорю, это событие не этого населенного пункта, не Шлемастарского района, это событие для всей республики. Впервые, говорю, в Южном Дагестане сдается на 440 мест школа, типовая школа, куда переселили 50 лет тому назад почти 8 сел. До сих пор, говорю, там нет школы, до сих пор там нет садика. Вот, говорю, в таком состоянии люди живут. Сегодня мы вынуждены сдавать эту школу. У нас другого выхода нет. Мы это старые бараки, которые, ну, мне извините, в фермах лучше, ферма выглядела лучше, чем эта старая школа. Мы снесли все это. Дети наши не должны оказаться на улице. 1 сентября мы должны начинать нормальный учебный год. Но, к великому сожалению, мы все не осознали, особенно и подрядчики, и заказчики. Школу надо было, вот те требования, которые мы сегодня предъявляем, год тому назад. Вот этот здание, да, учебный корпус. 2 года тому назад этот корпус был готов. Мы даже, у нас намерены были сдать его, но жители приходили ко мне толпами, к главе администрации, просили, Гамбас, если возможно, не принимайте, пожалуйста, школу отдельно, без остальных комплектов. Если, говорит, вы это сделаете, говорит, очень трудно будет, остальные спорткомплексы и так далее. Мы поэтому затянули это дело, сдать сегодня. Вы думаете, вот, ну, спасибо, что вы даете такую оценку моей деятельности, вот это. Вы думаете, вот это для меня пустяк, вот, а вот когда выбивать деньги из бюджета на этот объект, это только депутаты знают. Как последний раз, когда каждый год на этот объект выделяли 5 миллионов рублей, понимаете, начальник? Обратите внимание, 5 миллионов, потом 10 миллионов. То есть 20 лет должна была строиться эта школа, если финансировать так, как они это делали. И вот в этом году тоже. Они хотели еще на 3 года затянуть, выделили вначале 10 миллионов рублей. Ну, потом, конечно, я воспользовался всеми моими возможностями и депутатскими. Депутатскими я взял этих министров обоих руководству республики и сказал, вы эту школу сдадите нам в этом нет. В один голос сказали, мы эту школу сдадим. По протоколу главы республики эта школа должна была сдаваться в 2015 году. Я это сказал на совещании тоже. Они обратили внимание. Очень хорошо, говорит, мы это долгосрочно даем. Это Владимир Владимирович Иванов говорит. Значит, мы эту школу должны сдавать. Обратно хода нет. Но к вам такая просьба. Вот мы последний раз здесь были 4 числа, другой. Вот это замечание вам сделали работники Роспотребнадзора, пожарнадзора. Ну, нельзя же так элементарные вещи, которые можно делать без денег, без ничего, не устранить. Вот, а завтра это придут, им нужны мелочи, они действительно народ тяжелый. Работники они говорят, мне положено по закону дай. Вот мы иногда хотим на той выходах, а они не знают. Завтра что случится, говорит, вот возьмите, где это было? Шарики, где горели? Кемерово. Кемерово. Совершенно посторонние люди, все пострадали. Поэтому, прежде всего, безопасность наших детей мы должны перед этим поставить. Когда мы говорим о пожарной сигнализации, о другой, о воде, о третьей, это не простые вещи. Мы должны сегодня очень внимательно подходить к нему. И даже гардероб. Выход мы найдем. Есть вещи, упущенные в сметной документации. Но они составляли 8 лет тому назад. После этого произошли изменения. Они не смогли это тоже учесть объективно. Но с другой стороны, вы правильно говорите, мы работали по сметной документации.
Но есть вещи, которых нет там, но вы выполнять обязаны. Это связано опять-таки с безопасностью детей. Вот эту вещь мы будем делать. Если дополнительно связаны, не только с этим объектом, этот вопрос поднимается на совещании, многие поднимали. Вот по проекту, говорит, не положено, расходы такие, а мы увеличим. Кстати, говорит, действительно, это 225 миллионов стоит в начале объект, а сейчас 251 миллион. Дополнительно вы делаете, вот как здесь сказали, узаконить, не самовольничать, не левый канал, не надо. Так мы можем давать 3 обеда, заказчик есть, подрядчик есть, есть проектный институт. Делайте, пожалуйста, вот то-то, то-то положено. Вам надо сегодня продуктивно поработать. Все эти замечания, они находятся у руководства Роспотребнадзора, у пожарников, и у Иванова, у министерства. Они все будут по ним смотреть, что вы сделали на такой-то день. Но, к сожалению, мне докладывать здесь очень трудно, что сделано. Потому что вот это не идет. Скажите, пожалуйста, вот это все сделано, вот это остается делать, вот эти вещи нам не позволительно разрешить. Что получится, сделаем, но вот не будем ставить, как себе не делать деньгах, мы будем делать. Теперь неофициально, неофициально. Что касается спортзала, давай так, работаем, но мы к этому времени, перед этим, особенно тебя вот за спортзал требовать не будем, работаем. Требовать не будем, ругать. Да, ругать не будем, в смысле. Я уверен, что ты не сделаешь, поэтому, когда ты точно сделаешь, я уверен. Вот давай, оформляйте, все как положено работаете, а вот 3 объекта, вот это, все до мелочей, я тебя прошу. Для этого слесарь нужен, для этого электрик нужен, 3-4 человека, займи, дай им деньги, все ты сделал, по мелочам теперь будем судиться, что ли? Сделаем. Я тебе очень замком не сейчас. Пусти замки в дырях висят. Ну нельзя же это сделать. Дальше, если у тебя какие работы есть, последний раз, мне неудобно перед педагогическими работниками, как лично, как оставьте свои личные дела, поработайте, мобилизуйте, не хватает рабочих сил специалистов. Ну, займите 2-3 человек. Дальше, в туалетах мы сказали, вот это задевает, да? Ну, сварщик нужен, снимите. Все, до сих пор вы не помните, вот это туалетное как подтверждать это помещение. И все, там ничего особенного нет, кроме воды. Вот эта проблема очень. Остальные вы можете. Почему вы до сих пор, вы не обижаетесь, когда особенно от нас много висит. Значит, не зовем, ругаем, он говорит, иногда меня не слушается. Вы вместе поработаете, вместе вы делаете одно дело. Поэтому я вас очень прошу, это дело государственной важности. Сделаем. Все, ребята, ну у вас, это, ну, я еще раз скажу, на этом завершим. Так же, да? Вы сдаете первый объект, ваша фирма. Хотя много вы строили, но сдаете первый объект. От этого зависит ваше будущее тоже. Совещание Хирдай, Чпин Фикрар во Мислятар Гоз Анол, Даг Агропром проект, проектный институт исполнительный директор Эмин Кахриманов, Строй Оригинал, ООО-1, проектный Дарадин Векил, Хажи Хажиев, Васаджирге Маса Юлдаша Рахана. По всем этим письмам не спите, хоть 9 часов, хоть 10 часов дайте протокол и письма. 29 часов. И я прошу вас, все эти вопросы